Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для водолеев. Сегодня не будем смотреть события, потому что у всех карантин. А вот посмотрим возможности выхода из кризиса и совет на неделю. Карта недели. Карта дополнительная для отношений, для работы, для финансов. Это удача недели, это проблема недели, решение проблемы и совет на неделю. Итак, основная карта шестерка червовая. Карта говорит о том, что неделя закладывает ваше будущее. Очень многое, что будет происходить, впоследствии будет сказываться на том, что вот как повернется ваша жизнь. Эта карта связана с исполнением каких-то желаний. То есть то, что закладываете на этой неделе, дорогие водолеи, оно в будущем обязательно исполнением желания обернется. Кроме того, эта карта связана с обучением. Это связано с красотой, комфортом, удобством. В общем, очень такое вот состояние эмоционально приятное. Будет хотеться красоты, будет хотеться чего-то вкусненького и так далее. То есть карты очень приятные. Кроме того, это карта поворота к лучшему. То есть если, допустим, у вас были какие-то такие трудные обстоятельства и неопределенность, то вот сейчас как раз вот такой поворот именно на этой неделе. Если даже у кого-то была болезнь, то тут исцеление есть. Для отношений дама бубновая выпадает. Карта говорит о том, что нужно будет делать какой-то выбор, принимать какое-то очень важное решение. Знаете, такой какой-то переломный момент может быть в отношениях. Кроме того, может быть, вы даже не будете понимать, какой вам лучший выбор сделать, потому что может быть, даже какие-то возможности разные открываются для вас, и вы не можете никак договориться. Кроме того, вы можете помогать друг другу в решении вопросов, связанных с деньгами. Также карта какой-то свободы в отношениях. Знаете, когда вы... Может быть, здесь вот бывает такое, что усталость друг от друга, когда мы долгое время вместе, да, и, может быть, вот нужно дать возможность такой свободы своему партнеру для того, чтобы, не было обострения отношений, да, вот как-то нужно, чтобы каждый занялся своей жизнью, своей, может быть, развитием в профессии и так далее. То есть здесь вот лучше так сделать на этой неделе. Для работы выпадает шестерка пиковая. Карта говорит о том, что могут быть какие-то обстоятельства, которые вас как бы зажимают, сдерживают. Вот именно то, что касается деятельности. Это может быть законы, это может быть какие-то местные там распоряжения там по власти, да, это может быть что-то связанное с судами, это может быть налоговое, в общем, любые какие-то государственные учреждения, которые мешают вам, допустим, вашей деятельности. Или, может быть, здесь нужны какие-то документы разрешительные, подтвердительные и так далее. Здесь могут быть какие-то запреты на деятельность. В общем, пока что здесь сложно. Но если вы заручаетесь поддержкой вот государственных структур, чиновников и так далее, то тогда у вас наоборот все реализуется. Тем более, что карта очень хорошая, центральная. Даже если задержки и есть, они временные и в ближайшее время уже начнут реализовываться, потому что вот эта карта будущего, да, все проблемы, они разрешатся и в будущем будет успех. Для денег выпадает семерка бубновая. Карта говорит о том, что ваши заработки будут зависеть от того, насколько вы умеете ладить с людьми, насколько вы приятны в общении, насколько хотят с вами общаться ваши клиенты. И также это новые люди. Если, допустим, вам легко заводить новые связи какие-то, это тоже будет отражаться на ваших деньгах. И вообще карта, которая еще и, может быть, на обучение говорит, вы потратите деньги. Либо наоборот, вы закончили какое-то обучение, и теперь
уже получите первые результаты какие-то благодаря вот этому новому, что вы приобрели. Также эта карта, допустим, вы хотели что-то важное для себя купить, и есть возможность это сделать намного дешевле, чем вы рассчитывали. Проблема недели для водолеев — восьмерка червовая. Это, конечно же, излишние эмоции, страхи о будущем и так далее. То есть здесь, конечно, будет мешать вот этот аспект. Карта говорит еще о том, что может быть какой-то соблазн у вас будет, но так как это выпало у нас в проблеме, значит, ничем хорошим это не заканчивается. Может быть, это будут какие-то ваши знакомые, которые вам будут что-то предлагать сомнительное. Скорее всего, вам это будет очень нравиться, и им будет хотеться, ну, как бы эту осуществить там сделку или еще что-то у вас такое интересное будет. Но карта говорит о том, что не нужно соглашаться, потому что это будет лишь проблема в дальнейшем. Также карта говорит о том, что можно повредить своей репутации, если действовать против закона или против, ну, даже совести, может быть, своей. Лучше всего прислушиваться к интуиции, тогда вот будет правильно. Решение проблемы – это у нас король бубновый. То есть решить проблему вы можете деньгами. С помощью заработков, с помощью, допустим, вот если здесь вас ограничивают какие-то государственные структуры, вы тоже вот с помощью денег, с помощью выплат можете решить свою проблему. Удача на этой неделе, дама червовая, удача в переменах. Причем менять нужно не только там деятельность, допустим, нужно менять и что-то в отношениях между близкими людьми, между родителями и детьми. Эта карта, знаете, улучшение ситуации. Скорее всего, вот в доме будут какие-то неожиданности. Вот что-то будет происходить такое, но что вы вообще никак не рассчитывали. Может быть, кто-то к вам приедет неожиданно. Или наоборот, придется уезжать кому-то из вас, вот из вашей семьи. Но в любом случае, здесь вот какие-то неожиданные перемены, причем по независящим от вас причинам. И это все будет вам на удачу. Все это как бы обернется в дальнейшем чем-то хорошим для вас. И совет водолеям на эту неделю — девятка бубновая. Карта говорит о том, что вот все, что меняется, это все к лучшему для вас. Даже если что-то потеряли, даже если какие-то утраты все-таки произошли, все равно для вас это обернется в дальнейшем чем-то более лучшим, чем то, что вы сейчас имеете. Кроме того, это окончание какого-то периода тяжелого, сложного, да, у вас же тут удача уже начинается, удачный период, значит, окончание сложного периода. Какой-то вот очень важный переход, знаете, как будто бы даже изменились как личность, как человек. И вот эта неделя, она такая вот как раз переходная. Если, допустим, у вас были какие-то ссоры, скандалы, может быть, как-то неправильно себя вы вели в отношениях, или, может быть, даже по отношению к начальству, да, к клиентам, то вот здесь вот все-таки перемена происходит в поведении, и отрицательные эмоции, они меняются на положительные. Если кто-то болел, да, здесь выздоровление, вот эта карта тоже говорит об этом же. То есть очень хороший период начинается у водолеев с этой недели. Но самое главное, здесь нужно терпение, потому что здесь как бы появляется пока только надежда. И нужно вот верить в себя, нужно верить в то, что ваши как бы близкие друзья с вами рядом будут, что они помогут, что есть люди, которые более высокое социальное положение занимают, они тоже могут вам в чем-то помочь. И вообще у вас тут так, помощь идет от судьбы, от высших сил. Но самое главное, для вас тоже проверка. Вас жизнь проверяет на вашу стойкость в плане веры в себя,
да, на вот эту мобильность во время перемен, то есть когда вы не держитесь за старое, открываетесь новому, когда вы не теряете надежды, вот что бы ни происходило, то есть для вас это тоже проверка. Если пройдете этот период достойно, то для вас открываются очень большие возможности. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю здоровья, всего вам доброго, до новых встреч.